Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Каждый второй четверг ноября отмечается Всемирный день качества. В нашей стране также стремятся поддержать традицию празднования этого дня для того, чтобы актуализировать проблему качества среди общественности и нас, потребителей, а также привлечь компании и предпринимателей к этому вопросу. Как обстоят дела с качеством товаров и услуг у нас в Якутии, мы поговорим с Олесей Мышенковой, специалистом консультационного центра в сфере защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Саха-Якутия. Олеся Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в самом начале, конечно, хотелось бы спросить, чем занимается ваш центр, ведь проблема качества – это одна из основных приоритетов в экономике любой страны. Да, здравствуйте еще раз. Значит, наш консультационный центр, Центр гигиены и эпидемиологии, это прежде всего подведомственная организация управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Основным приоритетом нашей работы это, конечно, является консультирование и информирование наших потребителей, граждан, а также предпринимателей. Значит, маленькие цифры приведу. За 9 месяцев текущего года к нам поступило 1580 обращений в наш консультационный центр. Также дано 77, мы дали ответов посредством электронной связи, и составлено 75 претензий потребителям, которые обратились непосредственно в наш консультационный центр за помощью. Ну вот основное вот у нас направление это все-таки информирование и консультирование, как я сказала. Мы проводим лекции, семинары ежегодно. В марте месяце проходит у нас Всемирный день защиты прав потребителей. Мы ходим на лекции, семинары, проводим горячие линии, распространяем буклеты. У нас такое массовое мероприятие проходит. Мы затрагиваем все слои нашего города, да? Это начиная от школьников и заканчивая социально уязвимыми населением. Да? Также мы ходим, даем консультации, также презентации разрабатываем, трудовые коллективы это у нас. И ну, кто отзывается, мы ходим и как бы рассказываем, как защитить свои права. Естественно, что тематика каждый год разная, но мы стараемся все-таки направленно рассказывать о том, как правильно гражданин должен поступить в той или иной ситуации. Но вы много общаетесь как раз-таки с населением. А насколько осведомлено наши жители о своих правах? Но мы проводим ежегодно, да, анкетирование. И анкетирование среди вот, наших, у кого мы проводим семинары, в основном 70-75% они все-таки осведомлены и знают, как правильно поступить. Это вот особенно касается, когда вот у нас были пандемии, в те года люди заказывали, очень много было заказов у нас через интернет, да? Мы все заказали обувь, одежду, продукты и так далее. И люди все-таки вот именно в тот момент поняли, что есть же и мошенники. И особенно вот это касается бабушек, дедушек, да, которые вот у нас уже пожилого возраста, да, вот пользуясь случаем, вот молодое поколение, которое вот наше, прошу вот защитить как-то, провести беседы со своими родственниками, которые в возрасте, да, они вот сидят за компьютером. Сейчас же век современных технологий, модных, да, они тоже хотят быть модными, мы все это понимаем. Они вот сидят в интернете, читают новости, смотрят ютубы, ну сейчас же это модно, рутубы. И вот у них всплывает сайт всплывающий, они раз на него нажимают, а там продаются семена по суперцене. У нас же дачников много очень, да, они берут и заказывают эти семена, а потом приходят наложенным платежом получать посылку, а по факту там пустая коробка или камень, или еще какие-то другой, да, предмет. Так, но если остановиться на этой истории про пенсионеров, да, которые сидят в социальных сетях, на что нужно тогда обратить внимание, чтобы не кликать на какие-то всплывающие окна? Вообще сделать отдельную карту для своих родственников, которой они будут пользоваться при оплате через интернет. Это вот самое главное такое, наверное, требование. Отдельную карту положили, там 2000, они оплатили, если это, естественно, проверенный сайт, да, прочитали отзывы, если это не проверенный сайт, то там не стоит даже и заказывать, это само собой разумеется, ну, отдельная карта. Хорошо. А с какими все-таки жалобами к вам обращаются чаще всего в центр вот в последнее время? В последнее время у нас жалобы, так как наступил зимний сезон, у нас все идут покупать зимнюю обувь и зимнюю одежду. Вот люди приходят в магазин, покупают пальто, пуховики, обувь, да,
Потом идут, купили, все хорошо, примерили, домой пришли, все примерили, все хорошо, ходят где-то в неделю на работу в обуви или в одежде, да, а потом обнаруживают, что, оказывается, она и маленькая. Естественно, что бирок нету, товар уже был в употреблении, продавцы, конечно, отказывают в возврате и обмене. Но вот у нас потребители так обращаются. Сейчас еще скоро наступит новогодняя пора, у нас вот женская половина населения делает так, идет в магазин, покупает вечернее платье, потом идет на корпоратив, а потом на следующий день приходит в магазины и пытается сдать это платье. Соответственно, продавец смотрит, что товар был в употреблении. Это следы губной помады, какие-то там прожоги, продукты питания, да, пятна. Конечно, они отказывают. Поэтому, когда вы покупаете товар, пожалуйста, если вы хотите, не уверены, да, в своем размере, не отрывайте бирки, не ходите никуда в одежде, в обуви. Дома еще раз померьте спокойно и оцените, нужен вам этот товар, подходит он вам или нет. А если все-таки потребитель купил, действительно некачественную вещь и понял уже об этом, придя домой, какие действия ему нужно предпринять, чтобы вернуть, что вообще нужно делать? Смотрите, значит, по поводу некачественных вещей. У нас есть товары, которые относятся к технически сложным товарам. Это товары, которые имеют двое и более функций: смартфоны, телевизор, холодильники. Это все будет технически сложный товар. Вот, если не прошло 15 дней с момента покупки, это именно на технически сложный товар, не прошло 15 дней с момента покупки, и вы обнаруживаете, что там какой-то производственный дефект, вы идете в магазин и пишете письменно претензию о том, что вы обнаружили такой-то, такой-то дефект, и просите провести, первое, проверку качества, второе, вернуть деньги. Некоторые магазины у нас немножко хитрят, и потребители пока подписывают бланк заявки на проведение гарантийного ремонта. То есть у нас есть право или на обмен, возврат, или на ремонт. Они вот этим правом пользуются на ремонт. Естественно, что потом они уже деньги не вернут. 45 дней магазин отремонтирует, и они будут пользоваться отремонтированным товаром. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратно. Если это касается обуви, одежды и так далее, да, не относящейся к группе технически сложных товаров, значит, смотрите, на некоторые товары у нас продавцы предоставляют гарантию, но это не обязанность, это право. Она есть или она нет, она прописана где-то или она не прописана. Если гарантия есть и вы обнаружили брак, вы также идете в магазин и просите провести проверку качества и вернуть деньги. Если гарантии нет, тогда бремя доказывания о том, что товар некачественный, лежит на нас, на потребителях. Это нужно будет проводить экспертизу. То есть в любом случае нужно быть всегда очень внимательными. Да, да. Угу. А исходя из опыта работы вашего центра, какую часть жалоб можно решить в досудебном порядке? Вот еще раз приведу пример. В пандемийные года, да, у нас 70% жалоб, она решалась по письменным претензиям или по разговору по телефону с предпринимателем, потому что на уступки все шли. Сейчас это тоже практика есть. В любом случае продавцу-то лучше решить в досудебном порядке, потому что когда выйдет судебное решение, он, во-первых, заплатит и штраф, и неустойку, и моральную компенсацию потребителю. Поэтому мы стараемся урегулировать в большинстве случаев все-таки в письменном претензионном досудебном порядке. А что насчет предпринимателей? Обращаются ли они к вам в центр за консультацией? Да, предприниматели, конечно, обращаются. Каждый квартал у нас проходит День открытых дверей. Там мы консультируем именно предпринимателей. Проводятся горячие линии, они проходят практически ежеквартально. Любой предприниматель может к нам позвонить, мы всегда его проконсультируем, никогда мы не отказываем. И просим, наоборот, предпринимателей, когда проводим семинары, наоборот, звонить нам, чтобы заранее уже не наступало такой критический момент в их магазинах или в сфере обслуживания, чтобы они заранее знали, как нужно поступить в тот или иной момент. Конечно, хочется еще спросить, а как все-таки, на что стоит обратить внимание, чтобы проверить качество товара? У любого продавца у нас должен быть на рабочем месте документы, подтверждающие качество товара. Это декларация или сертификат соответствия. Это находится на рабочем месте, поэтому потребитель вправе требовать как устно, так и письменно предоставления этих документов. Кроме того, с целью предупреждения покупки фальсификата у нас действует приложение на территории России «Честный знак», и там определенные группы товара можно спокойно отсканировать и посмотреть его полностью от производителя до момента вашей покупки, где он был, кем произведен, состав и так далее.
Даже если в магазине представлено несколько десятков товаров, на каждый товар будет Да, отдельный ну это документ. вот обувь, да, это мы можем посмотреть. Это любой может потребитель скачать к себе на телефон приложение «Честный знак», отсканировать в магазине и узнать все о товаре. Олеся Валерьевна, ну, конечно, хочется еще также уточнить, чтобы вы рассказали, куда нужно обратиться за консультацией в ваш центр, если появились какие-то вопросы у потребителей или предпринимателей, что нужно делать? Значит, вы можете позвонить нам на телефон 8 41 12 44 61 58. Мы работаем с 9 утра до 5 вечера с обеденным перерывом с часа на 2. Также у нас работает портал ГИС ЗПП, где работает виртуальная приемная. Вы там можете оставить любой вопрос, мы в оперативном режиме ответим на него. Или вы можете обратиться к нам на электронную почту. Все номера, телефоны электронные у нас все есть на сайте. Поэтому мы всегда открыты для общения, проконсультируем. Для нас это никаких таких трудностей не составляет. Олеся Валерьевна, спасибо большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Поздравляем вас с праздником. Сегодня все-таки Всемирный день качества. Да. Так или иначе, вы с этим связаны. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Ну и я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Олесей Мышенковой, специалистом консультационного центра в сфере защиты прав потребителей, Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Саха-Якутия. Всего доброго.